эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Правительство планирует уделять больше внимания развитию комфортной среды для дальневосточников. В России впервые за 20 лет переиздадут Красную книгу. В Якутске возложили цветы к памятнику заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина. Планируется создать на Дальнем Востоке комфортные условия для жизни людей. Об этом и не только сообщил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Привлечение инвесторов, повышение уровня жизни, развитие Северного морского пути, усиление торговых связей между Азией и Европой и другие вопросы поднимались во время сессии «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики Восточного экономического форума». По мнению вице-премьера, все больше внимания к социальной сфере будет уделяться благодаря развитию экономики. Увеличение темпов экономического роста стало возможным благодаря государственной поддержке инвесторов, внедрению преференциальных режимов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток, предоставлению инфраструктурной субсидии и льготного финансирования со стороны институтов развития. На Восточном экономическом форуме также обсудили пути снижения транспортных издержек и повышения качества дорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджи Магомед Гусейнов отметил, что транспортная отрасль ДФО постоянно развивается и профильное министерство заинтересовано в стимулировании роста объемов транспортных перевозок. Так, по итогам прошлого года грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился по сравнению с прошлым годом на 4,5% и составил чуть более 223 миллионов тонн. Планируется создание Восточной транспортной хорды, которая соединит все специализированные морские терминалы и позволит не только людям, технике и грузам легко передвигаться вдоль побережья океана и даст необходимый толчок к развитию промышленных кластеров, выпускающих современную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Ветродетельные комплексы могут ввести на всей арктической территории Якутии. Об этом сообщил на полях Восточного экономического форума министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин. Он рассказал, что состоялась встреча с иностранными партнерами, в том числе с Японией. Консультации и переговоры по этому проекту будут продолжены. Опыт работы ветродизельного комплекса в поселке Текси показал, что это хороший и выгодный проект. Японские технологии на самом деле очень качественные и подходят для наших суровых условий, отметил министр. В частности, в планах совместно разработать дорожную карту, посмотреть, где будут реализовываться и запускаться новые проекты в арктической зоне, которая также требует обеспечения. В первое воскресенье сентября традиционно отмечается профессиональный праздник День работников нефтяной и газовой промышленности. Генеральный директор компании «Саха-Транснефтегаз» Алексей Колодезников поздравил якутян и подчеркнул, что это праздник подлинных профессионалов и мастеров своего дела. Эта профессия в нашем регионе с особыми климатическими условиями требует силы, выдержки и высокого мастерства. От того, насколько успешно работают газовики, зависит жизнь и благополучие людей. Он добавил, что сегодня коллектив компании продолжает славные традиции тех специалистов, которые в прошлом столетии впервые в мире успешно проложили газовую магистраль и сети в условиях вечной мерзлоты. Алексей Колодезников подчеркнул, что в этом году якутяне с нетерпением ждут старта программы социальной газификации, объявленной президентом России. Поздравляют и чествуют всех, кто связан с этой сферой с 1980 года. Наши коллеги решили узнать, кто в алмазном регионе следит за качеством черного золота и какую роль сегодня газ занимает в городе. Юлия Белова с черным золотом дружит. Еще со школьной скамьи на уроках химии девушка представляла себя лаборантом. О том, что будет работать напрямую с нефтью, не подозревала. Сейчас с закрытыми глазами возьмет пробу горючего и проведет анализ. Для меня работа очень интересная. Мой рабочий день начинается с того, что мы едем на нефтебазу, допустим, да, и берем там наши пробы, которые нам уже подготовили. Наступает наш рабочий процесс. Мы замеряем плотности, вязкости, делаем хлористые соли.
Лаборатория Накинского отделения существует всего 2 года. Ранее контроль дизельного топлива проводили на нефтебазах по месту. А с переводом энергоустановок подразделений компании на нефть возникла потребность в организации единой контрольной лаборатории. Наталья Иванова – ее руководитель. Работает в ней с начала открытия. У нас для ускорения процесса и для упрощения работы персонала были закуплены аппараты автоматические, например, автомат для определения фракционного состава. Это достаточно сложный процесс, где достаточно сложно попасть и сделать точный анализ. Нефть и другое топливо, которое тестирует лаборатория, отправляются на все производственные площадки. От итоговых проб и исследования молодых специалистов зависит, как в дальнейшем будет работать техника. Сами девушки признаются, ни один некачественный продукт не просочится. А вот Артем Филиппов связал свою жизнь с газом. На работе приходится и с бумагами дружить, и с газовым оборудованием. Второе нравится больше. Смотрим регуляторы давления газа, чтобы они работали исправно, чтобы не было перебоя подачи газа потребителям, чтобы все работало стабильно. Сегодня в Алмазном регионе 142 жилых дома уже газифицированы. 87 домов в Тасюряхе, 51 в Мирном и 4 в Алмазном. С каждым годом число желающих перейти на газ растет. Например, в этом году Алроса выделила деньги на газификацию в районе Заречный. Артем Филиппов считает, что в Мирном у газа большие перспективы. Опасным видом топлива его не считает. 8 лет назад, когда я устраивался на работу, когда еще был молодой, тогда я еще боялся работать с газом. То есть я учился у опытных работников и понял, что тут в газовой сфере, опасном производственном объекте, у нас самое главное соблюдать технику безопасности. Россия обладает самыми большими запасами природного газа в мире – 19%. Она занимает 2-е место среди стран по добыче сухого топлива. Добыча нефти тоже не отстает – 2-е место в мире. Работа специалистов этих отраслей приносит самый большой доход в бюджет страны. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Природный пожар площадью 113 гектар ликвидировали в республике за сутки. Всего на территории Якутии действует 29 природных пожаров. На тушении задействованы 444 человека и 27 единиц техники. Отмечается, что приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать один локализованный пожар в 10-километровой зоне на территории Чурапчинского района. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным якутской авиабазы, действуют 7 очагов лесных пожаров. Для тушения привлечена группировка в составе 143 человек и 13 единиц техники. Перейдем к эпидобстановке в республике. 145 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки. Из них в Якутске 82 случая, в Верхневилюйском, Верхнеколымском и Нерюнгринском районах по 5 заболевших. В Среднеколымском, Устьянском, Хангаласском районах по 4. Также по 3 человека заболели в Ленском, Мирнинском, Алекминском, Татинском, Усть-Алданском районах. По 2 в Булунском, Верхоянском, Момском, Намском, Аймиконском, Сунтарском и Усть-Майском районах. Единичные случаи зарегистрировали в Алданском, Алайховском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Оленёкском, Тампонском и Эвено-Бытантайском районах. За сутки лабораториями республики проведено 4266 исследований. В микрорайоне Прометей в Якутске идет строительство 3-этажной каменной школы. Когда объект будет введен в работу и будут ли еще созданы дополнительные учебные места в столице, расскажет Марферина Алексеева. В этом новом квартале проживает около 9 тысяч людей, это 3100 квартир. И постройка новой школы здесь весьма актуальна, так как на сегодняшний день в этом районе действует только одна школа. Ну а строящаяся школа будет самой большой в Якутии на 990 мест. По данному проекту в ближайшие годы построятся еще 3 школы в районе ДСК, Хатасы и Билибина. Школа выполнена в каркасно-монолитном исполнении, 3 этажа, общая площадь зданий и помещений, которые будут отведены для ребятишек. Это где-то порядка 14-15 тысяч метров квадратных. Большие спортивные стадионы, детские площадки, где дети проводят все мероприятия. Большая библиотека, большой актовый зал, то есть все полное оснащение. На сегодняшний день Министерством просвещения Российской Федерации принято решение о строительстве 6
новых школ и 5 пристроек к уже имеющимся школам. Таким образом, в ближайшие 3 года на территории города Якутска планируется создать более 6 тысяч дополнительных мест. А к 2025 году планируется полностью ликвидировать посменное обучение. Глава республики и наш партнер республики приняли решение о создании точки будущего по Намскому тракту, и еще принято решение о строительстве новой школы на территории городского округа Житай на 360 мест. Таким образом, мы уже сегодня имеем решение уже на создание более 7 тысяч мест школьных на территории уже города Якутска и городского округа Якутск. Также сейчас ведутся работы по решению создания новых учебных мест в микрорайоне Новопортовская и в 34-й коррекционной школе. Помимо строительства школ в городе Якутске, на данный момент ведется строительство образовательных учреждений в ряде районов. Марфирина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. Красная книга России будет переиздана впервые за 20 лет. В нее войдут 443 вида животных, 122 будут исключены из этого издания. Об этом сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума. В последний раз книгу издавали в 2001 году. Утвержден новый список, потому что за 20 лет ситуация изменилась. 14 видов млекопитающих стали, к сожалению, краснокнижными. Среди них касатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца, камчатский подвид черношапочного сурка, рассказал Козлов. Министр отметил, что тираж составит 2000 книг, они будут направлены регионам, в главные библиотеки и в учреждения. Электронная версия издания будет выложена на сайте Минприроды. Сборная России заняла 4-е место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Так, спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. На Паралимпиаде осталось разыграть 3 комплекта наград в бадминтоне и 1 в баскетболе. Россияне в этих дисциплинах не претендуют на медали. 1-е место в общем зачете заняли китайские спортсмены, 2-е – британцы, 3-е – американцы. Сборная России побила рекорд по количеству завоеванных медалей. На Паралимпиадах российские спортсмены выиграли 118 наград. Команда России превзошла достижение, которое было установлено на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне. В Якутске почтили память заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина, давшего начало развитию вольной борьбы в Якутии. В этот день спортивная общественность, ученики, родные возложили цветы к памятнику и вспомнили труды и заслуги добрыми словами. Дмитрий Коркин является гениальным тренером. Он не только воспитал множество якутских борцов, но также внес большой вклад в развитие вольной борьбы по всей стране. В стенах его школы воспитывались 448 борцов, из которых вышли 175 мастеров спорта СССР, 12 мастеров спорта международного класса, 4 заслуженных мастера спорта СССР. В 70-е годы он также воспитал лучших мировых борцов, олимпийских чемпионов Романа Дмитриева и Павла Пенигина. Просто я хочу отметить, мы живые свидетели, которые сейчас мы находимся, живем, и показали результаты благодаря методике Дмитрия Петровича Коркина. Поэтому это раскрывать, это изучить у нас должны изучить наши тренера и специалисты по спорту. Это очень великое дело было бы. Есть у нас талантливые дети, просто их надо, как Дмитрий Петрович Коркин, воспитывать, тренировать. Боксеры из Якутии выиграли медали чемпионата России, который прошел в Кемерово. Заслуженный мастер спорта Василий Егоров в финале уступил Ахтему Закирову со счетом 2-3 и стал серебряным призером турнира. А 20-летний уроженец Мегино-Кангаласского района Евгений Мартынов удостоился бронзовой награды чемпионата. Оба спортсмена выступали в весовой категории 51 килограмм. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.